Сегодня мы будем говорить о кистах головного мозга. Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели нашего подкаста Даргерден Биркенгеш. Сегодня у нас в гостях опытный нейрохирург, детский нейрохирург Өмірқұл Улу Ақылбек. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые пациенты, уважаемые друзья. Скажите, пожалуйста, что такое киста головного мозга? Киста – это полость или мешочек, наполненная жидкостью между оболочками головного мозга. При каких обстоятельствах возникают кисты головного мозга у ребенка? Арахнодальные кисты головного мозга – это врожденное заболевание. И она формируется на 4-8 неделе беременности. А также могут быть приобретенные кисты после травмы, после кровоизлияния и после оперативного вмешательства. Когда киста является опасностью? К счастью, в большинстве случаев кисты головного мозга протекают асимптомно, то есть не влияют на функции мозга, не приводят к симптомам и не влияют на развитие ребенка. Хорошо, значит, у кисты нету никаких симптомов, чаще всего, да? Да. Никак не проявляется. Тогда как люди обнаруживают кисту? В большинстве случаев эти асимптомные кисты, они обнаруживаются случайно при плановых обследованиях или же при обследовании по другим причинам. В каких ситуациях, в каких случаях киста может проявляться? Или проявляться какими-то симптомами? Кисты могут проявляться с повышением внутричерепного давления. Это головные боли, это увеличение окружности головы, это сдавление на головной мозг. Нужно ли обращаться к доктору при выявлении кисты головного мозга? Безусловно, все кисты в зависимости от того, дают ли симптоматику или нет, должны наблюдаться у специалиста. И что является лечением кист головного мозга? Как лечат кисты? Малая часть кисты, приводящая к симптомам, требует хирургического лечения. К сожалению, консервативных методов лечения нет. Нужно оперировать, да? А самостоятельно киста не может исчезнуть. Да, кисты иногда сами по себе могут рассасываться или исчезать, по-другому говоря. И это происходит у детей младшего возраста. Можно ли заниматься спортом, если у ребенка есть небольшая киста головного мозга? Да, естественно, малые асимптомные, ненапряженные арахнодальные кисты не влияют на развитие и в целом на жизнь пациента. Даже были случаи, профессиональные спортсмены перед соревнованием случайно обнаруживали кисты головного мозга. Да, могут быть разумные небольшие ограничения в спорте. Но в целом больших ограничений нет, да? В целом можно заниматься. Какие у вас есть советы родителям или пациентам взрослым, у которых есть киста головного мозга? Уважаемые пациенты, киста – это не опухоль и не рак. Это не приговор. В большинстве случаев, практически в 95% случаев, они безопасны и не требуют никакого лечения. Поэтому, если у вас обнаружена киста, можно просто продолжать жить, просто надо наблюдаться, приезжать к нейрохирургу или к неврологу через какое-то время, чтобы посмотреть, растет ли киста, или стоит на месте, или уменьшается. Да, если у вас обнаружили кисту, необходимо пройти консультацию у невролога или же у нейрохирурга и в последующем наблюдаться. Как правило, каждые 6 или 12 месяцев. Очень радует, что киста имеет благоприятный прогноз. То есть, если даже у вас большая киста, она может легко удалиться при помощи хирургических вмешательств. А если небольшая киста, то может даже самостоятельно рассосаться. И
какие методы хирургического вмешательства есть при кистах? Опять же, самым распространенным методом лечения кист головного мозга оставался шунтирующая операция, то есть установка шунта. А также есть небольшая доля микрохирургического иссечения кисты. И самым последним современным безопасным методом лечения кист головного мозга является эндоскопическая операция. Если у вас вот эта эндоскопическая операция, занимаетесь ли вы этой операцией? Да, в Кыргызстане на сегодняшний день только в нашем центре проводятся эндоскопические операции в лечении кист головного мозга. Как давно вы занимаетесь именно эндоскопией головного мозга? На протяжении 6 лет. Сколько пациентов примерно вы уже прооперировали с кистой головного мозга и с гидроцефалией? К счастью, пациенты, требующие оперативное лечение с кистой головного мозга, намного меньше, чем при гидроцефалии. В нашем центре с кистами оперировано около 25-30%, а с гидроцефалией около 50%. Именно эндоскопическим методом. Акылбек Омиркулович, вы уже опытный доктор, врач. Скажите, пожалуйста, дети, во время операции, какие у вас ощущения, чувства к этим детишкам и к родителям? Скорее всего, наши ощущения появляются уже до операции, после наших рекомендаций. Конечно, мы тоже люди, мы тоже переживаем за наших пациентов. Мы боимся. Иногда бывает сложно. Порой мы заботимся и переживаем больше, чем за своих детей. Но во время операции мы всегда концентрированы на этапе операции и всегда придерживаемся плану. После операции, когда мы видим, что страдания ребенка позади, он идет к улучшению, симптомы заболевания регрессируют, мы чувствуем огромное облегчение. И тогда мы понимаем, что наши переживания, наши труды оправдались. И это нам дает еще больше силы идти вперед. Акылбек Омиркулович, спасибо, что согласились на интервью. Нам было очень приятно. Надеюсь, что все пациенты, которые приезжают к вам на обследование, будут получать достойное лечение, и все они выздоровеют, да? И в будущем они восстановятся и, конечно же, продолжат счастливую жизнь. Уважаемые товарищи, уважаемые наши слушатели, спасибо, что продержались до конца и прослушали наш подкаст. Если вас интересуют какие-то другие вопросы относительно нейрохирургии, то, пожалуйста, обращайтесь в комментариях или можете обращаться лично к доктору Акылбеку Омиркуловичу. Спасибо, всем здоровья! Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня к нам поступил пациент с окклюзионной гидроцефалией. Возраст пациента 2,5 месяца. Была проведена эндоскопическая вентрикулоцистерностомия дна третьего желудочка. Это операция, которая излечивает пациента от гидроцефалии без имплантации шунтирующей системы. Операция проводится миниатюрным игольчатым нейроэндоскопом. Операция максимально атравматичная. Доступ проводится через большой родничок, то есть без вскрытия костей черепа. Через небольшой порт камера проводится в полость третьего желудочка, через отверстие Монро. Она проходит в полость третьего желудочка, на дне третьего желудочка, и производится сама перфорация. То есть создается небольшое отверстие, которое будет способствовать оттоку спинномозговой жидкости из желудочковой системы в субарахноидальное пространство головного мозга, то есть на поверхность мозга, где она должна рассасываться. Во время операции было понятно, что это врожденная гидроцефалия, к чему свидетельствует повреждение прозрачной перегородки или, по-другому говоря, атрезия данной перегородки. Ну а вообще, что такое гидроцефалия? Это болезнь, она может быть как приобретенная, так и врожденная.
которая приводит к избыточному накоплению ликвора, то есть спинномозговой жидкости, в полости черепа, а именно в желудочковой системе. Врожденное по каким-то причинам во внутриутробном развитии происходит нарушение онтогенеза, что и приводит к окклюзии тех или иных ликворных путей. Это часто отверстие Можанди, отверстие лёжка или сильвиевый водопровод. Приобретенная гидроцефалия, она развивается чаще всего после травмы, при опухолях головного мозга, после инфекционных заболеваний, что также приводит к повышению внутричерепного давления. К сожалению, консервативного метода лечения гидроцефалии нет. Если вы подозреваете у своих детей и знакомых гидроцефалию, вам необходимо обратиться к специалистам. Это в первую очередь детские невропатологи, а в последующем уже целенаправленно к нейрохирургам.